Час назад Вячеслав Гайзер вернулся из Усть-Коломского района, где посмотрел социальные объекты Пожига и Помоздина. Все подробности в репортаже Виктории Палкиной. Накануне жители Пожига остались без понтонного моста. Вода в Ичигде поднялась из-за постоянных дождей. И теперь по привычке передвигаются на лодках. Но они уже привыкли называть себя трудодоступным населенным пунктом. Также на лодке добирался сюда и глава Коми Вячеслав Гайзер. Кстати, он признался, в Пожиге первый раз. И сразу такой случай – новоселье в местной больнице. Капремонт почти на 3 миллиона рублей провели в 2 корпусах. Работы стартовали в мае. Правда, одно здание еще стоит без оборудования. И прием здесь пока не ведут. Будут открыты у нас дополнительные кабинеты, такие как лаборатория, то, что у нас ранее не было, что важно для детей, для маломобильных групп населения, для инвалидов. Не надо выезжать ни в Помоздино, ни в Усть-Колом. А вот дневной стационар на 5 коек уже работает. Капельницы, уколы. Местным жителям доступна основная медицинская помощь. Но там было вместе, а тут отделили палаты женские, сделали мужскую палату сделали. Побывал глава и на строящейся лыжной базе в Пожиге. Это первый крупный спортобъект в селе. Возводили его силами тренеров и безработных по инициативе лыжного наставника Владимира Мингалева. Из районного бюджета выделили лишь 700 тысяч на стройматериалы. Оформили землю на юрлицо ЮСШ и начали строительство. Землю замежевали, купили проект этого здания и начали строительство в июне месяце этого года. И вот сейчас уже, в принципе, наше это здание, лыжная база, готова почти на 95%. Главе показывают еще один пример сельской инициативы. Тир в подвале детского сада – дело рук все тех же безработных. Сегодня с мастер-классом приехали тимширские стрелки, известные далеко за пределами Коми. Тренер Александр Паршуков обратился к губернатору с просьбой на их базе сделать интернат для одаренных спортсменов. С финансированием готова помочь и Российская стрелковая федерация. В глубинке дети очень талантливые. Для этого нужно государству и частным лицам, и спонсорам просто вложить определенные средства, энергию, время и денег. Уже на встрече с местными жителями глава не скрывал эмоций. «Я просто удивлен увиденным», – поделился Вячеслав Гайзер. Это реальный пример взаимодействия районной власти с активистами на местах. И, по словам губернатора, именно таким муниципалитетам правительство готово помогать. Там, где люди на месте хотят не на словах, а на деле, чтобы жизнь все-таки менялась к лучшему, проявляют инициативу, а власть помогает в этом, там результаты всегда есть. Уже после Пожига глава отправился в соседнее Помоздино, где посетил еще одну новую больницу. Здесь тоже провели капитальный ремонт и уже через неделю примут первых пациентов. После Вячеслав Гайзер провел рабочее совещание с главами сельских поселений. Виктория Палкина, Олег Костромин, телеканал Юрган, Усть-Коломский район.